Что с точки зрения тибетской медицины, как нам способствовать улучшению иммунитета детей? Это очень хороший вопрос, он очень важный, потому что вы совершенно правильно сказали, что лучше предупреждать болезни, а не позволять им случаться, а потом лечить. Что такое иммунитет? Иммунитет – это способность организма при попадании в него каких-то агентов, скажем так, болезнетворных, да, способность эти агенты распознавать и своими силами с ними справляться без помощи лекарств. Будь то вирусы, бактерии, простейшие, кандиды там, и так далее. Да, вот разные виды инфекций. Также в понятие иммунитета включается реакция организма на, допустим, перегрев или переохлаждение. Да, вот что происходит с телом в этой ситуации, как оно реагирует. Тибетская медицина считает, что вообще большинство болезней оно формируется на основе неправильного пищеварения. И в этом смысле хорошо работающий иммунитет – это хорошо работающая система пищеварения. Это значит, что та пища, которая попадает в организм, правильно усваивается, правильно перерабатывается, правильно формирует силы тела, такие как кровь, мышцы, костную систему, жировую ткань и так далее. И вообще, ну, все ткани тела, собственно говоря, они к этому относятся. И все продукты распада и все, что не относится к полезным веществам, да, организм все это корректно выводит. И вот если система пищеварения работает хорошо, то, соответственно, и иммунитет у человека будет хороший. Эта точка зрения расходится с западной медициной, но вот в тибетской медицине она такова. Значит, что нужно делать для того, чтобы у ребенка был хороший иммунитет, чтобы он при встрече с болезнетворными агентами, чтобы его организм умел с ними справляться адекватно. То есть даже если, допустим, ребенок заболевает, чтобы он болел легко, и заболевания не перетекали в хроническую форму. Да, потому что в любом случае там ребенок на протяжении там, 1, 2, 3 года своей жизни, ну и так далее, он сталкивается, допустим, с вирусными инфекциями, и некоторыми из них он, что называется, должен переболеть для того, чтобы выработать к ним корректный иммунный ответ. Вот. Ну, допустим, инфекция герпеса, она есть в латентной форме у большинства людей. И, собственно говоря, приобретается она в детстве, да, когда человек впервые с ней, маленький ребенок с ней встречается, вот, и он учится, собственно говоря, вот в процессе болезни с этой инфекцией справляться. Да. Итак, что мы делаем с маленьким ребенком, чтобы помочь ему? 2 вещи. Это правильное питание и правильный образ жизни. Начнем с образа жизни. Да. Очень важно соблюдать баланс в образе жизни. То есть не перегревать ребенка, не переохлаждать ребенка. Баланс тепла-холода – это вообще ключевая вещь для всех заболеваний, да, потому что как перегрев будет иметь последствия, так и переохлаждение будет иметь последствия. У нас в России принято перегревать.
И это такая средняя норма. Вот у нас в квартирах зимой в среднем топят около 25 градусов. Это жарковато. Это жарковато, да. И из-за этого в квартирах недостаточная влажность. И это все способствует, во-первых, перегреву, во-вторых, пересушиванию слизистых оболочек. Вот. И это все открывает дорогу бактериальным и вирусным инфекциям, которые переносятся воздушно-капельным путем, да, которые мы получаем с дыханием. Вот, и дальше они попадают на пересушенную слизистую и там начинают развиваться. Вот. Что в этом случае делать? Увлажнять и понижать температуру среды. Вот есть такой пропедевтик здорового образа жизни, доктор Комаровский. Вот я знакома не со всеми его трудами, но с теми, с которыми знакома, там очень много действительно здравых мыслей на этот счет. Оптимальная температура, вот здесь у нас могут быть с ним какие-то расхождения, но я так понимаю, что оптимальная температура где-то около 20-22 градусов в помещении. Это и означает, что будет нормальная влажность, да, и не будет пересыхать, и не будет переохлаждаться ребенок. Можно использовать увлажнители воздуха или там, цветы комнатные, которые тоже выполняют, собственно говоря, функцию увлажнителей. Вот, или ставить емкости с водой. То есть это все те методы, которые помогают повысить влажность в помещении и позволяют предупредить расстройства, во-первых, респираторные, да, болезни, и, во-вторых, кожные. Потому что если будет пересушиваться кожа маленького ребенка, то на ней может проявиться, допустим, аллергическая реакция сильнее, и в принципе она может возникнуть, нежели чем на увлажненной коже. Вот. Это вот важно знать. Это одна сторона вопроса. Вторая сторона вопроса состоит в том, что, конечно, переохлаждать ребенка не надо. Понятно, что, собственно говоря, дальше будет повышение температуры, да, возникнет простуда, если переохладить ребенка. Это вот если, допустим, вы вышли на улицу, да, промочили ноги длительное время были холодные, или он был недостаточно тепло одет. Да, ну, то есть важно соблюдать во всем меру. Вот, да, не перегревать, но и не выводить футболки на мороз. Вот. Есть такая рекомендация, что ноги должны быть в тепле. И она правильная. Вот касательно этого вопроса тибетская медицина солидарна с нашими бабушками и дедушками, мамами, которые нам надевали теплые носочки. Особенно если холодный пол. В доме, допустим, или в квартире, это важно, чтобы ноги были в тепле. Почему? Потому что от ног холод начинает подниматься в почки. И он там будет накапливаться. Это впоследствии может сформировать слабость системы почек, мочеполовой системы. И во взрослом возрасте это может проявиться как заболевание. То есть все-таки на холодном полу лучше не ходить без обуви или без носочков. Да? При этом так вот кутать детей, как у нас принято, да, допустим, когда в квартире похолодало, сразу мы одеваем очень плотно ребенка. Этого делать не стоит. А наоборот, можно постепенно, мягко очень приучить ребенка к тому, чтобы он мог обходиться без лишней одежды при таких, температуре, допустим, 20 градусов. Людям, которые живут зимой при температуре 25, 20 градусов будет казаться, что холодно, хочется одеться и так далее. Но дети очень адаптивные, высокоадаптивные существа. И если их с младенчества приучать к такой умеренному теплу, да, вот, то впоследствии это будет полезно. Потому что это оптимальный баланс между перегревом и переохлаждением. Это вот одна сторона вопроса. Что касается иммунитета. Я
поддерживаю историю про закаливание. Одна очень грамотный педиатр рассказывала мне, как делать закаливание. Мгм. Это несколько отличается от той процедуры, которую, ну вот, скажем так, с которой я была знакома до этого, когда на тебя просто выливается ковш холодной воды, и очень Шок. неприятно, да, такой шок. Маленьких детей приучают к, ну вот, начинают закаливать следующим образом. Сначала им выливается вода на градус ниже, чем, вот, допустим, обычно купается ребенок. Мгм. Допустим, он купается в температуре 36 градусов. Мгм. Да? Мы берем воду 35 градусов и выливаем ее на ступни ног. Мы делаем так в течение 3-4 дней. Мгм. Затем мы воду этой же температуры. Это происходит после, вот ребенок искупался, да, и мы достаем его из ванночки и выливаем ему на ступни ног вот такую вот водичку, ковшик. Мгм. Потом чуть выше, да, там Еще дня 3, да? еще дня 3. Мгм. Потом там еще чуть выше, по ножкам поднимаемся наверх, да, потом постепенно до коленей дошли. И вот таким вот образом это все очень не быстро, то есть мы достигаем макушки в течение примерно месяца-полутора. Мгм. Вот этот вот весь процесс Мгм. занимает, мы приучаем ребенка обливаться водой на градус ниже, Мгм. нежели чем вот он привык купаться. Мгм. Потом мы начинаем точно так же, очень медленно и постепенно по градусу уменьшать температуру воды, да, и дальше доводим, ну, ледяной, конечно, не надо обливаться, да, но вот такой достаточно холодной, Мгм. Свежий. вот, да, свежей водой можно обливаться после купания, после ванночки. Мгм. Вот. И это действительно будет способствовать увеличению сопротивления организма к воздействию холода. Мгм. Это действительно так. Вот. Это вот то, что касается образа жизни в плане температуры, закаливания. Не перекутывать, да, но одевать, что называется, по погоде. Потому Мгм. что вот эта вот манера наших бабушек: ой, ему холодно, давай наденем на прогулку 3 кофточки, она не нужна. Ну, потому что и он опасно. может вспотеть. Да, там просто потом это приучение к тому, охладиться, что и, в общем, тебе постоянно нужно быть в очень теплых условиях, да, и когда, допустим, ты встречаешься там с каким-то холодным дуновением холодного возраста, почему у нас так принято бояться сквозняков, Мгм. да, потому что есть опасность действительно, что постоянно перегреваемый человек Мгм. вот От сквозняка может да, от заболеть. холодного ветра он может заболеть. Да. Хотя это ненормально. Но нет. Ну, то есть это вопрос адаптации. Мгм. Вот. Это нужно предпринимать ряд действий систематически, медленно, планомерно, без резких движений, потому что действительно можно переохладить, тогда заболеет ребенок. Мгм. Вот. Поэтому медленно, плавно. Вот. И самим полезно, в общем-то, жить в температуре не 25 градусов, как у нас топят, да, вот, а пониже. И для ребенка Кроме хорошо. закаливания, какие еще применяют? способы? Что касается образа жизни, сезонный образ жизни важно соблюдать. Мгм. Да? То есть вести себя, это означает одеваться по погоде, да? Когда там сырая погода и холодная, понятно, одеваться теплее. Да? Значит, в жаркую погоду, на жаре, не бывать очень много на солнце. Мгм. И те болезнетворные агенты, с которыми он будет встречаться, он будет либо болеть легко, либо Мгм. не будет болеть совсем. 2 фактора: образ жизни и пищеварение. Вот так работает. Собственно говоря, иммунитет взрослых людей работает точно так же, да.